Вот это прямо сейчас один из парков Душанбе, не самый даже главный. Вот, плюс 22, 9 вечера. Я в футболке. Дети играют. Играют там в футбол, волейбол, котики. Все цветет. Розы, цикады. Днем 29. Там еще все подсвечено. Народ гуляет с колясками. Ну и что, чем эта осень отличается от предыдущей? Тем, что правильно, здесь толпы умных русских мужиков до 50. Москвичи, питерцы с бабками, с идеями, с деньгами. Приехали, сняли жилье, тратят деньги в ресторанах, думают, куда ж вложиться. И местные таджики тоже все говорят, нам сегодня двое просто сказали welcome, добро пожаловать, братья. Все нам сочувствуют. Таксист сказал, что будет отказываться от российского гражданства, потому что иначе его в Польшу не пустят. Но вообще это, конечно, ужас. Все за мир. И никто не понимает, что творит Путин. Все в ужасе. Все в ужасе, что дальше это может и на них коснуться. Поэтому все дружат здесь с китайцами. Здесь все строят китайцы. Здесь китайские деньги. Здесь китайский бизнес. Здесь все китайское. Вот. Так что Россия здесь влияние теряет. Хотя все говорят по-русски абсолютно. Вот. Очень много хороших людей. Хозяева у нас. Миша нашел шикарную квартиру. Спасибо ему. Такой типа двухэтажный пентхаус на 17 и 18 этаже с видом на город. Мы там живем. Вот мы 4 питерских. Миша, его друг из Череповца. И еще парень случайно айтишник из Владивостока, который в Питер приехал 3 месяца назад. А сейчас просто куда глаза глядят. За 90 тысяч улетел, потому что в ужасе. Сегодня прилетел еще Сергей какой-то из Москвы. Уже общие темы появляются там про импорт через Турцию. Здесь такой бизнес-инкубатор идей, мозгов, денег. Все с компьютерами, с деньгами. Все работают удаленно. Все понимают, как все крутится. Всех просто блевать тянет от этой рожи путинской, от всех этой риторики фашистской. Все единомышленники. Вот. И вишенка на торте. Мы сегодня ходили к логистическую фирму с Мишей, которую я просто придумал как идею прикрытия, легенду для выезда. Они оказались полезными ребятами. И у них в кабинете флаги Евросоюза, Америки, России и флаг Бельгии, и портрет короля Бельгии. И выяснилось, что у них консул Бельгии в Таджикистане — это их директор. Но это вообще просто такой сюрреализм. И, возможно, они нам и пригодятся, будут возить волки. Вот. Я к тому, что есть у меня и все в таком ощущении. И хозяин квартиры Джамшед, который жил в Германии, в Голландии, в России, имеет российский паспорт, он тоже говорит: ребята, вот все приехали сюда, чтобы пересидеть, а на самом деле-то все это не кончится добром. Возвращаться придется уже в другую страну, разрушенную и раскромсанную, и нищую, а может и не придется. И я не вижу ни у кого ни малейшего сожаления, потому что страны той, из которой мы выросли, ее больше нет. Это просто фашистский мордор. Просто какая-то команда вурдалаков-гопников. Вот. И это все на самом деле очень печально. Ну а я... Вон, где я? Сейчас, подожди. Я 14-го лечу в Стамбул, вот, и сразу же оттуда в Тбилиси. И там уже есть у меня список школ, которые обойти. Все узнать по условиям, по деньгам. Потом в Ереване поживем 3 дня в качестве каникул с ребятами и с Олей. Потом поедем в Тбилиси, посмотрим недельку. Потом заедем к Нане. Вот. Потом в Батуми. И потом они обратно из Еревана домой. 7 числа. А Нана нам обещала, она говорила, что не в сезон, живите хоть бесплатно там за коммуналку. Так что я там посижу, и вот и деревня может быть. Интернет, электричество, все есть, море, воздух, тишина.
никого, Батуми. И здесь вот 14 дней у меня есть. Я тоже спокойненько подтяну все хвосты по работе. Я соберусь с мыслями. Все, план есть. Вот. Все генеральные доверенности оформлены на продажи, на распоряжение имуществами и на всеми. И прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. А ты, может быть, когда-нибудь одумаешься, потому что уже даже Мишины, тесть и теща, которые тоже говорили так же, как вы, мы же все обсуждаем, у всех старшее поколение сдвинуто этой пропагандой. Уже сидят смурные, потому что выпинали всех детей. Ну вот, и думают, как дальше жить, на что. Все будет нищать. Сколько людей. У Мишин друг Виталик тоже забрали начальника цеха в армию. А кто работать будет? Вот им сейчас заказ в Сосновом Бору, где-то предоплата не придет, если не будет выполнено. Люди не получат зарплату, им сейчас надо срочно искать замену на работу. То есть вот про это вообще никто не думает. Вообще никто не думает. Вот. Так что я надеюсь, что ты еще не остатки совести у тебя пропали. Вот. И не надо мне рассказывать, упирать на жалость, что я там кого-то бросил, мать или предал. Я не собираюсь ради фашистских идеалов считаться с кем-либо, будь то мать или кто-то. И, как ты всегда говоришь, заботься о твоей семье, вот государство, твоя семья, это было все прекрасно, пока эта сраная путинская мафия просто не заставляет меня в этом участвовать, не принуждает меня в этом участвовать. Сейчас всем запретят выезд. Вот этого я допустить не могу. Это противоречит интересам моей семьи. Я не для того растил детей и Жеку, и они вообще ни в чем не виноваты. Должны были расти в свободном мире, ездить в Лондон, ездить к Диме Мушкину в гости, спокойно, с улыбками, дружить со всеми, учиться в Германии по обмену со школами. И теперь под фейковыми какими-то бреднями старого дебила ГБшного из-за них страдает весь мир, страдаем мы. Мне очень жалко вот этих ребят, которые родились при Путине. И не дай бог еще и умрут при Путине, если ядерной бомбой этот долбоеб шазанет. Поэтому подумай еще раз, еще не все потеряно. Вот. И в Грузию можно будет приехать и к нам в гости, если у тебя проснется совесть. Все будет Украина. Победа будет за нами.